В предстоящие выходные в Стерлитамаке пройдет традиционный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Айнур Юнусов, заместитель главы администрации города Стерлитамака. Айнур Наилевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, впереди нас ожидают очень насыщенные выходные с купеческим радушием, с хлебосольностью. Традиционно фестиваль «Купец 2.0» – это иммерсивный театр. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Что на этот раз будет? Да, действительно, на этих выходных в городе Стерлитамак пройдет 5-й фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». И город на эти 3 дня погрузится в атмосферу XIX века. На фестивале будут представлены ремесленники из различных регионов, таких как Республика Татарстан, Удмуртия, Краснодарский край, Пермский край. Также подтвердили свое участие ремесленники из Казахстана. Также мы ожидаем приезд гостей из города Коломны, ожидаем приезд хакима города Коканд, это Республика Узбекистан, приезд официальной делегации из города Оренбурга во главе с мэром города. И также на площадке фестиваля будут различные активности, такие как концерты от хедлайнеров фестиваля, таких как Анита Цой, модная фэшн, представление ожидается, группа «Пропаганда», группа «Толока» из города Санкт-Петербург. И новшеством этого года, наверное, будет являться отдельная площадка для молодежи. Мы его назвали «Задворки», где будут представлены различные активности, сеты, различные креативности от молодежи. Вообще, в целом, 8 августа учрежден День креативных индустрий. Указом главы Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым учрежден День креативных индустрий. И в этот день также мы планируем провести в эти дни мы планируем провести официально-деловую часть по направлению креативных индустрий. Вообще, слоганом в этом году является «Открой сокровищницу талантов». Под сокровищницей талантов как раз-таки мы понимаем нашу молодежь, наших жителей, и каждый из них по-своему талантлив, и необходимо просто раскрыть этот талант. В прошлом году, насколько я понимаю, Стерлитамакский фестиваль «Купец 2.0» принял более 70 тысяч гостей, или порядка 70 тысяч. Вот в этом году планируете побить этот рекорд? За 5 лет проведения фестиваля, действительно, этот фестиваль зарекомендовал себя не только как республиканский, но он уже стал всероссийским, можно сказать, и международным. В этом году мы ожидаем, что посетителей будет больше, с учетом того, что мероприятие проводится уже 5-й раз, и он себя хорошо зарекомендовал не только на территории республики, но и так ее за пределами по всей России. Стерлитамак, конечно же, готов принять всех желающих, мы приглашаем. У нас довольно-таки хорошо развит гостиничный бизнес, хороший номерной фонд. Также можем сказать, что у нас очень достойно себя показывают себя общепиты. Поэтому мы готовы ставить новые рекорды по посещаемости и всех еще раз ждем на этот фестиваль гостеприимства. Да, действительно, вот организовать такое мероприятие, такой фестиваль – это полдела. И, конечно, мы можем говорить, что мы готовы принять много гостей, но для этого должна быть база именно и в гостиничном комплексе, и общепита. Чем мы порадуем гостей этого мероприятия? Я имею в виду, какие будут, может быть, активности еще? Вы уже сказали о том, что будет для молодежи. А будет ли что-то семейное? Вообще, да, мы при организации данного мероприятия старались учесть то, что каждый турист, каждый приезжий, гость мероприятия нашел себе занятие по душе. Будет организована, как я уже было сказано, ремесленная зона, зона для молодежи, гастрозона. И совсем для юных купцов будет организована ремесленная ярмарка. Купец молодец. Купец молодец – это когда дети учатся зарабатывать свои первые деньги, и здесь как раз-таки они могут прийти с родителями, выставиться на ярмарке и заработать свои первые
первые деньги. Далее на этой же площадке, такая семейная площадка получается, будут организованы различные мастер-классы, будут выставлены музеи, где посетители юные могут не только приятно провести время, но и узнать много нового. Поэтому я считаю, что на данном фестивале любой наш посетитель, турист найдет себе что-то по душе. Стерлитамак вообще, знаете, передовик, наверное, в организации таких вот крупных мероприятий. Причем вы делаете это очень часто и много. Мне кажется, вот не так давно прошел банный фестиваль, не так давно прошел Халяль-фест. И вот уже на подходе Купец 2.0. Как успеваете выдержать этот ритм? Действительно, в этом году событийный календарь города Стерлитамак получился насыщенным. Он уже, хочу заметить, начался. Первые мероприятия уже прошли в феврале. Это был концерт военно-патриотической песни. Далее мы провели в апреле Строитель-фест, туристический фестиваль «Турпоток». Далее, да, как вы сказали, Халяль-фест, Хумай-фест, банный фестиваль. Ну, я хочу сказать, что эти все мероприятия были инициированы жителями, активными, неравнодушными, предпринимателями. И мы, как администрация города, старались поддержать эти начинания, потому что ставятся определенные цели, задачи, таких как продвижение этих предпринимателей, чтобы они общались между собой, взаимодействовали, налаживали какие-то деловые контакты. Ну, мы стараемся их поддерживать. По итогам проведения всех вот этих вот мероприятий, вышеуказанных, мы собрали только положительные отзывы, и все предприниматели, все инициаторы вот этих вот фестивалей также планируют проводить эти мероприятия уже на ежегодной основе. Ну, сколько предпринимателей будет представлено именно на Стерлитамакском фестивале «Купец 2.0»? Кто эти предприниматели? Вот если мы понимаем, что на банном фестивале, да, это могут быть и производители печей, да, если на Строитель-фест, естественно, это строительная сфера, для того, чтобы местные жители знали своих местных предпринимателей. Вот «Купец 2.0» в этом плане кого рекламирует, кого показывает? На фестивале гостеприимства будут представлены как наши крупные пищевые компании. Будет организован хлебосольный бульвар, где будут выставлены такие предприятия, как Стерх, это наша компания, Росмол, тоже в Стерлитамаке базируется, Башспирт и также локальные местные товаропроизводители. Не только города Стерлитамак, но и близлежащих районов, которые проявили инициативу принять участие в нашем фестивале. Знаете, еще такой вопрос. Вот такие достаточно крупные мероприятия, это из направления событийного туризма, правильно понимаю? А вот как развивается в Стерлитамаке туризм такой обычный, ежедневный? Есть какие-то вот здесь вот продвижения? На самом деле, да, мы стараемся, кроме событийного туризма, развивать туризм в целом. Стоит отметить, что в этом году мы выиграли грант Министерства предпринимательства и туризма на сумму чуть более 50 миллионов. И на эти средства мы планируем в текущем году улучшить нашу туристическую инфраструктуру, это обновить наши таблички, указатели, чтобы турист мог сориентироваться. Также планируется установка туристического информационного центра для уже повседневной работы по привлечению туристов. Проведение таких мероприятий, да, и Строитель-фест, и Купец 2.0, какой эффект от них есть? Достигается ли он? Вот вы говорили о том, что это задача для того, чтобы показать людям, какие у нас есть предприниматели, чтобы люди знали о том, что есть такой город, да, не только местные жители, но и другие. Чувствуется эффект именно узнаваемости города, того, что стали чаще приезжать? Да, действительно, мы после проведения фестиваля собираем аналитику, информацию. Оборот продаж на ремесленной ярмарке, например, в прошлом году составил чуть более 50 миллионов. Оборот продажи общепитов, он ежегодно растет. Также смотрим аналитику
поисковых запросов. И мы видим, что именно по мероприятию «Купец 2.0», по Стерлитамаку растет количество запросов. Из этого мы делаем выводы, что действительно «Купец 2.0» стал брендом, и который помогает продвигать город Стерлитамак как в сфере туризма, и так и в различных других сферах. Итак, давайте еще раз напомним нашим телезрителям, в каких числах пройдет мероприятие «Купец 2.0», когда можно приезжать. Да, фестиваль «Купец 2.0» у нас пройдет с 8 по 10 августа. Каждый день будет посвящен определенной тематике. Первый день – это хоровод дружбы, второй день – купеческие именины, и третий день будет посвящен молодежи. Еще раз скажу, что каждый гость этого мероприятия найдет что-то себе по душе, поэтому всех приглашаем на наше мероприятие, на наш фестиваль. Спасибо огромное, Инур Наилевич, что пришли сегодня к нам в студию, поделились именно теми мероприятиями, которые предстоит провести в Стерлитамаке. Одно из главных – это, конечно же, «Купец 2.0», который стал визитной карточкой города Стерлитамака. Надеюсь, что все пройдет успешно, ну а мы на нашем телеканале обязательно отразим это событие. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.